Из 17 вопросов повестки дня 5 были перенесены на следующее заседание, в том числе вопрос об избрании нового уполномоченного по правам человека. Одна из 3 представленных кандидатов на должность омбудсмена находится за пределами республики, и именно по этой причине рассмотрение вопроса было перенесено. Также перенесли рассмотрение 2 земельных вопросов. Во втором окончательном чтении принят законопроект о финансовой аренде и лизинге. Основной целью проекта закона является совершенствование правовых основ регулирования финансовой аренды. Проект направлен на развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды, защиту прав участников инвестиционного процесса. Закон определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды. Документ представил депутат Нинар Гицба. В проекте закона указано о том, что лизингодатель и лизингополучатель – это просто физические лица или юридические лица. Но мне кажется важным здесь отметить, что это вид предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование временно свободных и привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой аренды, лизинга, арендодатель, лизингодатель обязуется приобрести в собственность обусловленный договором имущество. И тут нужно развить, кто такое физическое лицо. Я предлагаю внести уточнение, которое определяет, что физическое лицо – это зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Почему? Потому что предпринимательской деятельностью занимается лицо, которое уплачивает определенный вид налогов. Здесь этого определения не было. Следующий, на мой взгляд, основная поправка. Она предполагает исключение объектов жилищного фонда. Парламент в первом чтении внес изменения в закон о туристской деятельности в Республике Абхазия. Согласно поправкам, соискателем для прохождения аттестации в качестве экскурсовода, гида-переводчика может быть не только человек, имеющий среднее профессиональное или высшее образование, но и учащийся среднеспециальных учебных заведений или вузов. Также депутаты в первом чтении внесли изменения в закон о Национальном банке Абхазии. В соответствии с проектом, кандидатом на должность председателя Нацбанка может быть гражданин Абхазии, имеющий высшее экономическое образование, с опытом работы на руководящей должности в банковской системе либо организации банковского аудита не менее 3 лет. Также кандидат на должность главы Нацбанка не может быть родственником президента, вице-президента, спикера парламента, премьер-министра в целях недопущения конфликта интересов с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти. Депутаты парламента в первом чтении внесли изменения в статью 45 Кодекса об административных правонарушениях. Законопроект представил депутат Дмитрий Маршанин. У нас нету вообще разграничений в законодательстве, в подзаконных актах, нету разграничений тяжелых наркотиков и легких наркотиков. Поэтому мы сделали для каннабиса, если у нас сегодня административный штраф составлял 15-30 суток, мы сделали 3,10. Также поправка у нас касается, если гражданин, понес наказание в течение 15 суток, его не могут по этой же статье привлекать. Кроме того, депутаты в первом чтении внесли изменения в статью 216 Кодекса Абхазии о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Предлагается снизить размер штрафных санкций в отношении лиц, потребляющих наркотические вещества, от 700 МРОТ до 200. Во втором окончательном чтении принят проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. Законопроект представил депутат Дауд Хутаба. Он рассказал, что изначально предлагалось повысить штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии до 800 МРОТ, что составляет 48 тысяч рублей. Но после обсуждения было принято решение внести изменения и установить штраф в размере 500 МРОТ, что составляет 30 тысяч рублей. Нам предложили в проекте с первого раза, то есть лишение на полгода. Ранее было не так, ранее со второго раза только лишали людей прав. Честно говоря, я от себя скажу, что я именно эту норму очень поддерживаю. Мне кажется, лишать надо с первого раза. Ничего страшного, если человек полгода потом не поездит за рулем. Мне кажется, это нормальная практика, люди должны понимать. Например, я приветствую даже больше, чем повышение штрафов. Да, поскольку нам нужно такое всеобъемлющее, всеобъемлющие действия нам нужны. И со стороны администрации президента также в данном проекте именно так работа поставлена. И я, честно говоря, в целом поддерживаю ее. С точки зрения нашего законодательства речь идет об основном виде ответственности и дополнительном. Значит, 2 вида – это лишение права управления транспортным средством и штраф.
Штраф будет взиматься в том числе в случае, если не будет добровольного исполнения решения суда, то есть служба судебных исполнителей, которая реализует соответствующие предписания. Данный вопрос вызвал бурное обсуждение среди депутатов. Были те, кто считал, что увеличение штрафов может вызывать коррупцию среди сотрудников правоохранительных органов. Другие же, наоборот, выступали за ужесточение наказания. Штраф делается не для того, чтобы, допустим, пополнять казну или там чьи-то карманы, как вот говорит Кан Валерьевич, да, это все равно останавливает. Я понимаю, что 100% сегодня мы не сможем остановить, но, по крайней мере, я думаю, что как минимум процентов на 50, да, там будет меньше людей ездить пьяных за рулем. С нас тоже это ответственность, и мы в любом случае по истечению времени, там, я не знаю, пусть это будет квартал, либо полугодие, мы обязаны будем пригласить соответствующее ведомство и попросить их предоставить статистику, полный анализ эффективности принятого нами закона. В случае, если он не будет иметь эффективности и цифры будут говорить сами за себя, конечно же, нам надо будет дальше думать, что это решение было неэффективным, то есть надо будет его заменять. Я и разделяю опасения части депутатов, связанных там с коррупционной составляющей и так далее. Я не хочу ни о ком говорить, но хочу сказать, что парламент через год и в течение года будет внимательно смотреть за этой ситуацией, да, и надзирать за ней по мере наших возможностей. И то, что мы сегодня делаем, это прежде всего, конечно же, попытка сохранить жизни наших граждан, и с другой стороны, это кредит доверия со стороны депутатов правоохранительной системы. Если человек выпивший садится, надо просто лишать права. И единственное, это просто пожелание, чтобы проконтролировать когда-нибудь нагрудные камеры, чтобы у сотрудников ГАИ, естественно, это у них было, потому что и водителя с милиционером тоже будет другое общение, когда он увидит камеры нагрудные. Если даже я буду, пусть меня тоже наказывают по полной программе, как надо, по закону. Поэтому я не считаю, что здесь надо торговаться и уменьшать, убавлять, добавлять. Это не тот момент, где мы можем так обсуждать. Это вопрос национального характера. Таким образом, теперь за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю придется заплатить 500 МРОТ, что равняется 30 тысячам рублей, и лишиться прав на 6 месяцев. Повторное нарушение влечет арест на 15 суток с лишением прав на 1 год. Передача управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 200 МРОТ, 12 тысяч рублей. Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав от 30 до 50 МРОТ. Это от 1800 до 3000 рублей. На заседании сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Абхазии. В соответствии с действующим законодательством до 31 декабря 2022 года выдача вида на жительство возлагалась на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел. В связи с истечением данного срока сложилась ситуация, при которой вид на жительство на законном основании выдать не предоставляется возможным. В данном законопроекте предлагается продлить срок возложения этих полномочий на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел до 31 декабря 2027 года. Депутаты приняли решение по 4 из 6 земельных вопросов, включенных в повестку дня. Парламентарии дали согласие Кабинету министров на предоставление общества с ограниченной ответственностью «Тамыш-Бионд» в аренду 1,2 гектара земли в селе Тамыш для хозяйственной деятельности. Также депутаты дали согласие на перевод земельных участков из категории в категорию в поселке Гулрыбш, селе Хыпста и селе Бабышара для последующего строительства индивидуального жилища, промышленной базы и объекта размещения санаторно-курортного типа. Имущественный комплекс Сухумское рыболовецкое хозяйство включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. Аля Катрап, Шраму Камки, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.